А вы знали, сколько новостроек строится в городе Якутске? Если нет, то обязательно досмотрите этот ролик до конца. Меня зовут Назаров Аркадий, я занимаюсь продажами новостроек города Якутска, также помогаю оформить льготные ипотеки без подтверждения дохода и без первоначального взноса. На сегодняшний день в городе Якутске строится 21 домов. Сейчас мы посмотрим, где они территориально располагаются, на какой стадии они находятся, когда у них ближайший ввод и по какой цене они продают. Так, давайте так начнем. Я буду использовать карту 2GIS, чтобы нам было легче ориентироваться. Сейчас мы начнем, наверное, с района Залога, более-менее такой центр города. Тут много стройки идет. Получается, самая такая ближайшая по центре, это у нас по улице Тимирязева строится стройщик Ирстрой. Дом, если вы в городе плохо ориентируетесь, примерно это находится напротив СУФУ, вот этот главный учебный корпус, вот это у нас КФН, озеро, и вот прямо напротив озера располагается этот дом. Дом будет введен в четвертом квартале 2023 года. Как мы видим на видео, дом уже почти застраивается. Вот этот построенный дом на видео находится вот эта часть. И вот тут будет продолжение уже нового дома. В этом доме уже почти все квартиры распроданы, который уже построен. Далее у нас идет по улице Дежнева, ну, будем считать, что на перекрестке Тимирязева-Дежнева стоит дом Якутпромстрой, дом 9-этажный, будет ввод первый квартал 2024 года. Как мы видим, уже дом тоже почти достроен. Хочу напомнить, что у нас застройщики пытаются ввести дома чуть пораньше указанного срока, поэтому можете получить ключи пораньше. В принципе, район Залога довольно-таки очень быстро и хорошо развивается. Рядом находится 3-я школа. Так, далее у нас идет 2 дома, 2 свечки от Утум по улице Байкалова. Это у нас получается монастырь. Здесь Виктори Клиник. То есть, тоже школа довольно-таки рядом, считаю, через 1 квартал. В дом будет вводиться в 4-м квартале следующего года. Но, как мы видим на видео, тоже дом почти вся коробка уже стоит. И, возможно, вот будет тоже чуть пораньше, возможно, даже следующей весной. Так. Если мы идем чуть дальше, это у нас улица Матросова. Если вы знаете оптовые базы 66, вот он располагается прямо рядом с этими базами. Получается 2 дома, тоже 2 свечки. На видео видно, что 1 дом уже даже фасад сделан, поэтому ДСК, кстати, они почти все дома с позапрошлого года начали сдавать очень рано, почти на 2 квартала опережает сроки. В принципе, панельные дома быстро строятся, поэтому они их как лего собирают. По документам дом должны ввести в 3-м квартале 2023 года, но, скорее всего, они даже, возможно, могут успеть в этом году. Тут остались 2- и 3-комнатные квартиры. Тут отсюда прекрасный вид выходит на Зеленый Луг. Если брать высокие этажи, можно даже видеть огни Бестяхи. Поэтому довольно-таки хороший перспективный район, я бы сказал. Кинотеатр Азия, точнее торговый центр Азия. Вот она находится. Так, идем далее. Получается, вот мы Чернышевское проезжаем. Тут, кстати, эту дорогу тоже делают. Вот здесь круговая, где Мамон. Так, потом вот Макспроф. Наверное, были многие в Макспрофе. И вот прям за Макспрофом, получается,
застройщик СТ строит дом, да, по улице Чернышевского. Дом будет введен в первом квартале следующего года. Как мы видим, уже дом тоже почти уже достраивается, коробка. И, скорее всего, уже скоро начнутся внутриотделочные работы. Так, тут у нас, получается, остались однокомнатные квартиры. За квадрат они по 145 тысяч продаются. Чуть далее, чуть-чуть далее. Если мы смотрим тут школу, получается, тут в районе Прометей строится новая школа, не сильно далеко от этого дома. Тут также по улице Уткина СТ строит два дома. Первый дом будет введен в четвертом квартале 2023 года. Там уже начали продавать. Там, получается, есть одна- и двухкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры за квадрат 135 тысяч, двухкомнатные по 130 тысяч. Как мы видим на видео, пока только забиты сваи, но такие свечки очень быстро строятся, поэтому я думаю, они по срокам успеют построить. Вот это история России, музей. Вот это микрорайон Прометей. Тут, кстати, вот последний дом, получается, Прометея. Дом уже построен, ключи уже должны вот-вот в июле, в августе передать. Тут еще осталось пару квартир, поэтому если вы хотите, ищите квартиры с ближайшим вводом, можете здесь купить однокомнатные за 1 квадратный метр 150 тысяч, двухкомнатные 140 и 142 тысячи рублей. Это хороший микрорайон, тут эти фонтанчики, есть квартиры, которые, тут почти во всех квартирах окна выходят на фонтан. Если мы говорим о двух- и трехкомнатных, то они распашенные, то есть они выходят и сюда, и туда. Как мы видим на видео, тут прекрасные детские площадки, закрытая территория. Вот эти магазины уже работают, поэтому можно смело тут покупать квартиры и жить в безопасности. Тут заезжает несколько автобусов. Так, я вам скажу сейчас точно, сколько автобусов. 5 автобусов ходят, заезжает в микрорайон Прометей. Так, это у нас ипподром. Так, давайте дальше пройдем. Пройдемте. Так, у нас получается микрорайон ДСК. ДСК мне район, в принципе, самому симпатизирует, потому что здесь позапрошлом году, если не изменяет память, или позапрошлом году был построен новая школа. Это у нас 6-я школа. Тут есть свой торговый центр Имьян, свой кинотеатр, свой детский сад. Тут полицейский участок есть, Сбербанк, МФЦ. Тут можно, в принципе, не выходить с микрорайона и жить в этом микрорайоне. Еще мне этот район нравится тем, что тут рядом уже есть частный сектор. То есть у кого есть тут частные дома, дачи, то, в принципе, очень удобно в этом плане передвигаться. То есть, как бы захотели, зимой поехали в частный дом, летом переехали, да, зимой обратно в квартиру. Если мы посмотрим, вот как мы видим на видео, дом находится вот тут, коробка тоже почти стоит, застройщик тоже ДСК. Тут, получается, у нас остались квартиры 1- и двухкомнатные. Там есть квартиры студии за 1 квадратный метр 150 тысяч рублей и двухкомнатные по 130 тысяч рублей. В принципе, вот это район довольно-таки перспективный в том плане, что здесь идет сильная застройка. И вот следующий у нас дома, это звездный жилищный комплекс, Звездный квартал. Тут, получается, вот как мы видим на видео, идет большая застройка. Тут будет построено 7 домов.
дома, вот этот квартал почти строится за счет госпрограммы, то есть это по программе переселения. Я точно не знаю, какие именно программы попали, возможно, там и будут и по инвалидности, дети-сироты и арктические улусы. Ну и какая-то часть еще в продаже. В принципе, кто смотрел проект, это довольно-таки хороший проект. Застройщиком выступает Республиканское ипотечное агентство. Вот дом уже в этом году. Ну, мы как видим на видео, уже дом, в принципе, уже коробкой поставлена. Ведется активная работа. Тут будет, ну, такое вот, над озером будет. Поэтому я считаю этот район очень перспективным в плане, что тут квартиры, вот, в микрорайоне Линка. Тут в основном строил застройщик ЧРФК. Мы как раз тогда начинали работать, в 14-15 годах мы тут продавали, наверное, его последние дома, которые он вводил. Поэтому те, кто купили в этом районе, тут цены на вторичный рынок, скорее всего, поднимутся, потому что, когда район активно застраивается, цены всегда идут на возрастание. Так, в районе ДСК у нас пока застроек нету. Так, идем дальше. Сейчас мы пойдем в район поселок геологов. Это у нас, получается, это улица Билибина. Да, вот это Билибина, кстати, вот с круговой, прямо вот по Вилюйскому тракту объездной проезжаем. Вот эту дорогу сейчас активно делают. Я вот, кстати, не смог попасть на стройку, так как тут дорога была перекрыта, и меня вот, я смог снять только отсюда. Поэтому видео получилось немножко далеко. Но даже отсюда видно, что дом уже почти застроен. У них вот в этом году дом стоит прямо рядом со школой. Школа у нас так какая была, 18-я школа. Тут остановка рядом, детский сад. Ну, тоже район такой перспективный. Тут недавно был построена новостройка, вот Билибина 19. Ну, в будущем тоже этот район будет сильно развиваться. Тут тоже будут строить, тут тоже строят Сахостройсервис. Вот этот участок тоже вроде продается сейчас под многоквартирку. Поэтому тут цены в принципе не такие дорогие. Если смотреть на перспективу, то есть, ну, как бы купили, сдали в аренду, и в будущем можно там переехать жить. Ну, либо для тех, которые в этом районе живут, в принципе, обновить жилье тоже очень, в принципе, я думаю, перспективно будет. Так, у нас тут получается... Так, и буквально вот рядом с круговой, ну, наверное, по Вилюйскому все знают Ростор. Вот Ростор, получается, магазин. Вот это улица Три Сосны. И тут строится 3 дома. Это жилищный комплекс «Атмосфера». Тут строит специализированный застройщик. Тут у нас продается несколько квартир. Цены начинаются от 125 тысяч рублей за 1 квадратный метр. В принципе, 1- и 2-комнатные квартиры тут есть. Вот дома планируется 4-й квартал следующего года. Как мы видим на видео, дом пока в стадии котлована. Поэтому, ну, думаю, успеют, будем смотреть, будем следить. В принципе, смотрите, сейчас все дома идут с escrow счетами, поэтому в плане того, что дом вдруг не ведется, ну, как бы маловероятно. Банки все равно контролируют, все финансирование идет через проектное финансирование, поэтому, ну, как бы под контролем находятся застройщики. Так. Мы плавно переезжаем к застройщику Стройакадемия. Это огромный дом с 3 дома, точнее, которые объединены одним большим торговым центром. Ну, как торговый центр, одним большим помещением. Там 2 этажа будут парковочные места, там детский сад будет. Тут сверху будет детская площадка. Вот ГАИ, если прям ориентироваться, да, по Вилюйскому тракту. Получается магазин у Виктора. Тут 2 заправочные станции.
Дом, скорее всего, в этом году, ну, нет, вот дома у нас получается в следующем году, первый квартал. Как мы видим, тоже дом, работы ведутся, квартир много. Идем дальше. Идем дальше, получается, Лонгинова, Притузова, точнее, Притузова, улица Притузова. Строится 9-этажный дом. Это строит застройщик Высота. Вот этот по Бикетово они строили 3 дома. Вот этот год, вот этот дом, по-моему, последний дом у них был. Позапрошлом году мы его ввели. Точнее, они его ввели, мы там продали квартиры. Тут получается детский сад, все рядышком, вот в шаговой доступности. Школа тоже, в принципе, не так далеко. Вот она находится. Это, нет, это политехнический лицей. Вот она школа, вот новая школа, кстати, построили. В Сайсарах это у нас какая была? 20-я школа, да, вот 20-я школа. Так, куда я дел? Вот. Ну, мы, как вы смотрели на видео, дом тоже почти построен. Вот дома, первый квартал 23 года. Тут остались 2- и 3-комнатные квартиры. 3-комнатные квартиры за 1 квадратный метр 105 тысяч. Кстати, это одна из самых дешевых, можно сказать, по низкой цене 3-комнатные квартиры. Ну, там площади большие, поэтому сумма выходит довольно-таки большие, огромные суммы. Так, получается, следующий дом у нас Винокурова-Лонгинова. Это Винокурова 21. Тут МФЦ находится. И тут прямо на перекрестке строит строительная компания «Дом». Вот дома у них второй квартал 23 года. Дом 9-этажный. В принципе, не так далеко от Студгородка, можно сказать. Вот у нас получается Студгородок. Раз, два, ну, 3 остановки. 3 остановки, 4 остановки до Студгородка. В принципе, не в холодное время можно и ходить, и пешком, наверное. Ну, тут вот школа рядом, и тоже вот детский садик, все рядом. Тут, кстати, очень тоже делали, обновляли дороги. Так, и у нас следующий дом с самым ближайшим вводом, наверное, тут мы, как видим на видео, дом уже, фасад все сделан, тротуары положены, парковки сделаны, грубо говоря. И вот тоже дом почти готовится к вводу. Тут у нас застройщик Спецснаб. Это вот площадь Матери. Прям прекрасный вид открывается. Тут у нас остались, к сожалению, только 3-комнатные от 91 квадрата и выше. Если вам, в принципе, ищете большие площади по нормальной цене, то это, я считаю, хорошим вариантом. Так, идем дальше. То есть, так, мы идем дальше. И следующий у нас будет, проезжаем стадион по Комсомольскую площадь. Так, район, улица Свердлова. Наверное, все мы знаем глазную больницу. Глазная больница. Тут какая-то старая церковь была, которую сейчас в торговом центре сделали, или что-то наподобие этого. Лакомка, магазин «Звезда». Тут у нас получается Банковская, Апельсин. В принципе, тоже очень хороший район. Если смотреть все новостройки, это одна из тоже, ну, будем считать, находится в центре. Так, в этом доме, по-моему, квартир почти не осталось. В первой очереди. В второй очереди у нас вот в следующем году, как мы видим, тоже дом почти наполовину построен. Вот дома следующий квартал, следующий год 4-й квартал. Тут получается за 1 квадрат однокомнатные 130, 2-комнатные 125 и 3-комнатные 120 тысяч рублей. Если вы хотите жить ну, в нормальном районе, в центре, то я считаю это довольно-таки хорошим, перспективным домом.
Застройщик жилищно-строительная компания ЖСК. Они давно на рынке. Одна из старых компаний. Так, вот дом я сказал, 4-й квартал следующего года. Так, и вот, кстати, они вот первый дом тоже строят. Вот потом вот здесь тоже должны построить. Ну, этот дом должен быть такой один длинный, вот этот дом. Вот эти дома, кстати, они тоже вводили. Так, чуть дальше у нас, получается, идет 2 дома строятся, как видим на видео. Тут в 2GIS плохо показано, но как мы смотрим на видео, тут 2 дома. Вот этот дом не путайте, это другой застройщик, он не продается. Так, вот эти 2 дома у нас строит застройщик Optima Строй. Сам застройщик пока приостановил продажу. Если вы хотите именно в этом доме, можете только по переуступке. Ну, более подробную информацию можете спросить у меня. Тут были квартиры без первоначального взноса, даже были, по-моему, с ремонтом. Так, и следующий у нас дом, это по улице Ленская. Ну, если как ориентир, это мечеть, вот прям сзади мечеть. Так, вот 03 скорая, да? Я считаю, вот областная. Для работников, которые работают в 03 либо в РБ2, это очень хороший дом, рядом, да, получается. Тут застройщик Спецнаб. Вот дома 4-й квартал 22 года. Тут цена за 1 квадратный метр начинается от 130 тысяч рублей. В этом году уже не вводят, как мы видим на видео, то тоже почти уже достроен. Остались только отделочные работы. Так, идем в сторону Халтурина. Так, вот Халтурина, не путайте с этим домом, который у нас, нет, да, вот, Долгострой, строймонтажевский. Этот дом находится внутри, уже по улице Клара Цеткина, прямо рядом со школой. Так, у нас тут какая школа была? Тут у нас 22-я школа. Дом тоже почти достроен. У него вот дома тоже в этом году. Тут остались 2- и 3-комнатные квартиры. Цены начинаются от 130 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Так, ну и у нас остался последний дом новостроек. То есть, ну, видите, да, в центре города почти нету квартир. Самые ближайшие вот эти Свердлова и Залог, если вы хотите в центре. Так, и у нас вот последний дом находится по улице Лева Невского. То есть это примерно, да, примерно вот Речпорт. Проезжаем Речпорт. Тут магазин Сардана где-то была. Вот Полина Осипенко, вот этот полностью ДСК застраивали. И вот тут сзади тоже они будут строить 2 дома. И вот первый дом по Леваневского, это тоже будет свечка. Как мы видим, тоже на стадии котлована. Дом будет построен в первом квартале 2024 года. Ну, в принципе, они успеют достроить к этому времени. Там, в принципе, цены нормальные. Так, сейчас скажу. Ливаневского там, хотя, ну, от 130 тысяч рублей. Вот так. Еще чуть не забыл. Для тех людей, да, специально для тех людей, которые ищут квартиры прямо вот по льготным ипотекам, которые уже дом введенным, есть специальное предложение по улице Короленко, 25. Это прямо напротив крестьянского рынка. Вот крестьянский рынок. Вот получается Комсомольская площадь. Вот 7-я школа. Тут дом, правда, был, все, наверное, слышали, что проблемный, но в прошлом году они все вопросы решили, все собственники получили документы на собственность, и они в этом году получили на 17-й этаж тоже документы. И тут появились квартиры с предчистовой отделкой за квадрат по 133, где-то так выходит, 2-комнатные,
и однокомнатные с большой площадью квартиры. Так что, кому интересно уже с готовым ремонтом, обязательно звоните, пишите, мы обязательно подберем вам квартиру. На этом у нас обзор заканчивается. Вот и посмотрели все новостройки города Якутска. Больше новостроек нету. Буквально через месяц, может через 2, появятся еще 2-3 застройщика. И, наверное, в этом году больше настроек не будет. Если остались какие-то вопросы, вот напишите мне на указанный номер, либо позвоните, я обязательно отвечу, могу отправить планировки и ответить на вопросы по ипотеке, как получить без подтверждения дохода и без первоначального взноса. Если было полезно, ставьте лайки. Всем пока!